Детское кресло помогло избежать серьезных травм. Сводка ДТП в Якутске за прошедшие сутки. Последняя партия Арктики для компании «Алроса». Как отработали навигацию и сколько груза перевезено. Текстильная мозаика. В столице проходит круглый стол, посвященный лоскутному шитью. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в дежурную часть госавтоинспекции поступило более 10 телефонных сообщений по факту ДТП. По улице Автодорожная произошло столкновение двух автомашин. 39-летняя женщина за рулем Тойоты Аурис получила множественные переломы ребер, тупую травму живота, госпитализирована в медучреждение. Еще одно ДТП произошло по улице Автодорожная. Водитель Сузуки Гранд Витара не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди Toyota Mark II. 6-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. В момент столкновения девочка находилась в детском кресле. Это позволило избежать более серьезных травм. Причину дорожно-транспортного происшествия инспекторы установили сразу. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался. Полностью завершена навигация для маломерных судов региона. Их выход на водные объекты запрещен. Обледенение лодки приводит к потере устойчивости и опрокидыванию. В случае нарушения запрета судоводители будут нести административную ответственность. Необходимо провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить их на зимнее хранение и безопасный отстой. Хранение маломерных судов, заправленных ГСМ, запрещено. В эти дни к речным причалам подходят последние суда навигации. Для компании «Алроса» речники перевезли 130 тысяч тонн светлых нефтепродуктов, 25 тысяч тонн на счету экипажа танкера «Лев Солдатов». Последнюю партию топлива «Арктика» он доставил в минувшие выходные. Как танкер отработал навигацию и сколько грузов перевезено, в следующем сюжете. Возле причала Ленской нефтебазы пришвартовался танкер с последней в этом году партией топлива «Арктика». На борту экипаж и работники нефтебазы, которые берут пробы для лаборатории. После анализа качества топлива разгрузят, и танкер «Лев Солдатов» отправится на заслуженный отдых до следующей навигации. В целом навигация у нас завершилась хорошими показателями. Объем перевозок, план мы компании выполнили, 25 тысяч мы перевезли составом. 10 круговых рейсов сделали, произвели. За последние 4 года нынешняя навигация самая удачная. Уровень воды позволил отработать без проблем. До этого речникам приходилось намного сложнее. Осадка танкера метр 15. По некоторым участкам реки экипажу приходилось вести судно не по воде, а буквально по дну. Нынешняя навигация сложилась благополучно. Финальный рейс тоже. Это у нас заключительное. Мы ждали Васитрова, вот как раз остатки забирали компанейского груза вот этой Арктики. Все, сейчас после выгрузки будем двигаться к месту отстоя, на зимний отстой, ремонт. Будем готовиться к следующей навигации. Завершающим рейсом танкер доставил на Ленскую нефтебазу 2500 тонн топлива. За всю навигацию перевезено 120,5 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Объем Арктики составил 26 тысяч тонн. Для Льва Солдатова и 10 человек экипажа навигация 2018 года окончена. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Как выстроить свой бизнес так, чтобы не нарушать закон? Сегодня общественность на форуме обсудила вопросы по налогообложению, поставленные на Восточном экономическом форуме и на Московском первом всероссийском форуме «Диалог с налогоплательщиком». Инициаторами выступила общественная организация «Деловая Россия», Общественный совет Якутии. Приняли участие представители малого и среднего бизнеса. Предприятия были заданы вопросы по онлайн-кассам и Татабанку, также по изменениям в 2019 году. Поступило очень много вопросов от предпринимателей, от предпринимательских сообществ, в частности. Очень надеюсь, что все получили свои ответы. Каждый налогоплательщик на этом форуме получил все ответы на свои вопросы, а самое главное, получил ответ на вопрос, как выстроить свой бизнес так, чтобы не нарушать налоговое законодательство и действительно быть добропорядочным и добросовестным налогоплательщиком.
Развитие творческих потенциалов молодых талантов, повышение качества перевода, расширение сотрудничества с писателями других регионов. Эти и другие вопросы сегодня обсуждают члены Союза писателей Якутии на 17-м съезде. Сейчас в Союз творческого объединения входит более 70 человек. За прошедшие 5 лет напечатаны много прозаических, лирических произведений, в том числе роман Елены Слепцовой «Корсонах» и хунские повести народного писателя Николая Лугинова. Также с большим успехом прошел международный фестиваль «Благодать большого снега». Состоялись много творческих встреч с читателями. В итоге съезда выберут нового председателя Союза писателей Якутии. Но если говорить о проблемах, проблемы у нас есть. Даже этот съезд нам пришлось подготовить с очень большими трудностями, поскольку та грантовая поддержка, которая оказывалась правительством республики в этом году, отменена. И мы, если не бедствовали, то жили, как говорится, около этого. Но, как говорится, мы полны оптимизма, поскольку в конце концов, творческое вдохновение в большей степени зависит не от финансового благополучия, хотя оно, конечно, необходимо. А творческое вдохновение зависит от того, насколько сердце писателя открыто народу. Первый молодежный карьерный форум проходит сегодня в Якутске. В нем принимают участие более 20 работодателей и 20 образовательных организаций. Проходят мастер-классы по профориентации и собеседования с работодателями. Организована ярмарка вакансий для молодежи и ярмарка учебных мест для школьников. Молодым специалистам помогают разместить резюме на интернет-площадке Центра занятости и в соцсетях. Кроме того, любой желающий может пройти профориентационное тестирование. Ты предприниматель, которая рассчитана на молодых людей от 14 до 30 лет. Это все реализуется в Республике Саха-Якутия уже второй год. Хочу сказать, что более 2500 молодых людей уже прошли регистрацию и имеют возможность к этому бесплатному образовательному ресурсу. Вот сегодня в рамках мероприятий, проводимых здесь, мы также приглашаем всех желающих поучаствовать в программе и сделать легкий старт, добиться легкого старта в бизнесе. В столичном культурном центре «Сергеляские огни» состоялся концерт филармонии Якутии, в котором должен был принять участие заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Из-за проблем, связанных с авиалиниями, он не смог прилететь. Тем не менее, концерт состоялся, но уже с измененной программой, продолжит Артур Габышев. Дорогие жители и гости Якутска, я Даниил Спиваковский. К сожалению, вот в нашей жизни встречаются форс-мажоры. Я в Шереметьево уже 12 часов и не могу вылететь к вам, потому что закрыта полоса в Якутске. Даниил был готов прямо с самолета приезжать и работать, все как положено, чтобы зритель увидел эту программу. Все уже было готово к тому, чтобы проект состоялся. Но вот в последний момент, буквально за 15 минут до начала регистрации, поступила информация, что перенос еще на 3 часа. Ну и уже приняли решение, что придется нам эту программу переносить, потому как у артиста довольно-таки плотный график, и завтра у него уже выступление в Московском международном доме музыки. Сказ про Федота Стрельца удалого молодца якутяне увидеть так и не смогли. Все из-за форс-мажорной ситуации в аэропорту. Из-за съехавшего с полосы воздушного судна Якутск рейсы не принимал. Однако же концерт состоялся. Зрителей со своей новой программой развлекали Государственный концертный оркестр Якутии и ансамбль балалайчников «Баланс» под руководством дирижера и дамбриста Евгения Волчкова. Программа, в общем-то, очень интересная. Действительно, объедем весь земной шар. Вообще народные инструменты, их скоморошья сущность, она позволяет видоизменять звучание, жанры, колорит. Поэтому вы услышите сегодня и фантазию на еврейские темы, и, конечно же, русские народные. Мы отправимся и в Латинскую Америку, посетим и Грецию. В общем, прокатимся по многим южным странам. Но гвоздем новой программы по праву стали гусли звончатые. Это первое появление гусляра в Якутии на концертной сцене, да еще вместе с оркестром. Взаимодействие очень удачное, потому что в Русском народном оркестре гусли тоже нету. Вот они там не представлены, и поэтому это уникальное звучание, которое, в общем, с одной стороны, направляет нас в глубокую древность, а с другой стороны, оно очень современно и для современного слушателя очень приятно. Ну и посмотрим, хоть послушаем гусли. Утром сегодня приходили они на студию, я только конец захватила. Так
Так что посмотрим. И наших балалаечников. Видимо, концерт-сюрприз. Мы ожидали Спиваковского, но сейчас будем слушать музыку. От этого концерта мы ожидаем хорошо провести время и плюс насладиться музыкой. Это будет очень хорошо, ярко и очень, наверное, весело. Даниил Спиваковский планирует посетить Якутск с другой концертной программой. Организаторы планируют выступление в первом полугодии следующего года. Артур Габышев, Евгений Новгородов, Якутск. Текстильная мозаика, преемственность поколений. В столице проходит круглый стол по развитию и распространению лоскутного шитья на опыте творческой школы народного художника Якутии Анны Зверевой. В нем принимают участие народные мастера, работники культуры, преподаватели СВФУ, студенты высших и средних заведений. Основная тема широкого обсуждения направлена на распространение и сохранение традиций лоскутного шитья. Работу якутских мастериц сейчас высоко ценят не только в России, но и за рубежом. Якутское шитье КБТ отличается, конечно, технологией, дальнейшей технологией и очень таким красивым подбором цвета. Вот все они отмечают, и в Англии это отмечали, и в Суздале отмечали. Такой технологии шитья нигде нет. Это уникальное, да, это надо сохранять, это надо развивать, это надо передавать грядущему поколению. Оставайтесь в курсе главных событий с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.